Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Послание созвучно настроением жителей. Айсен Николаев прокомментировал итоги выступления президента России перед Федеральным собранием. 5 лет, 60 миллиардов, миллион квадратов. Республика готовится к старту второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Борьба со спиртным. Насколько эффективна антиалкогольная политика в Якутии? Вопрос обсудили в парламенте. Работать, чтобы у всех была работа. Центр занятости города Якутска рассказал о текущем состоянии дел, каковы актуальные цифры и как решается проблема с безработицей. «Полярная звезда» в Нерынгринском районе начался полуфинал телевизионного конкурса. Коротко о главном, обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию накануне прежде всего обозначил, что ключевые задачи государства развернуты в национальных проектах. В числе самой приоритетной – всемирная поддержка семей с детьми. Так был представлен новый пакет из 4 мер господдержки. Первая касается выплат на первого и второго ребенка. Вторая – пособие по уходу за детьми-инвалидами. Третья – налоговых льгот на недвижимость для многодетных семей. Четвертое – продление действия 6% ставки для семей с 2 и более детьми на весь срок ипотечного кредита. В качестве еще одной меры прямого действия Владимир Путин анонсировал о выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для всех семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. В социальном блоке послания президент также озвучил ряд качественных изменений. В программе «Земский доктор» могут принять участие медики всех возрастов. При переезде на работу в сельскую местность врачи получат по 1 миллиону, фельдшеры по 500 тысяч рублей. А в следующем году запустят аналогичные проекты под названием «Земский учитель». За 2 года должна быть полностью решена проблема со старыми школами. Дети не должны учиться в зданиях, где нет нормального отопления, водопровода, канализации. Кроме этого, 17 миллиардов рублей выделят на строительство, реконструкцию сельских клубов и домов культуры. Итоги послания президента прокомментировал нашему телеканалу глава Якутии Айсен Николаев. Очень хорошо, что конкретные инициативы прозвучали и по дополнительным выплатам, и по помощи тем семьям, которые имеют сегодня ипотечные кредиты, по помощи как раз через предоставление налоговых льгот, в том числе по земле, по жилью. Это очень важно, потому что как раз вот такие реальные мероприятия, которые близки и доходят до каждого человека, они как раз и способствуют повышению уровня жизни в стране. Конечно же, те другие задачи, которые поставлены президентом, и по росту экономики, по улучшению экологии, в том числе вот по обустройству национальных парков, в том числе на территории нашей республики, они тоже нам всем созвучны. Мы их будем исполнять и уверен, что вот эти решения также помогут более быстрому развитию нашей страны. Переходим к другим темам. 1 марта прекращается упрощенный порядок регистрации права собственности на построенный, но не зарегистрированный жилой дом или дом на садовом земельном участке. С марта для регистрации прав собственности по-прежнему нужен технический план. Однако для его подготовки нужны основания, которыми станут декларация, уведомление застройщика о планируемом строительстве или реконструкции жилого или садового дома.
а также уведомления, которые направлены органам госвласти или органа местного самоуправления о соответствии указанных в уведомлении параметров объектов капитального строительства параметрам, правилам, требованиям, установленным федеральными законами. Сейчас, до 1 марта, те люди, которые имеют дома на садовых участках и на дачных участках, они могут, минуя эту разрешительную процедуру, сразу подать заявление в Росреестр на регистрацию права и на постановку дома на кадастровый учет. Но для этого нужно успеть оформить технический план. С 1 марта им уже придется, они не смогут сразу подать заявление в Росреестр на регистрацию права на дом, а им придется подавать уведомление в местную администрацию о том, что они собираются строить дом, потом подавать уведомление о том, что они оканчивают строительство этого дома. В этом году по всей России начнется новая масштабная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Сегодня вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков провел совещание по готовности республики к началу новой программы. Так, в предстоящую пятилетку в республике будет ликвидировано более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Стоимость такого масштабного обновления жилфонда более 60 миллиардов рублей. Сейчас в республике ведут плотную работу с муниципалитетами, так как основные проблемы по срокам и качеству строительства домов возникали раньше из-за нехватки квалифицированных специалистов, как у строителей, так и у контролирующих структур на местах. Из 43 муниципальных образований, принявших участие в расселении, не все смогли в срок завершить работу, а теперь программа расселения из аварийного жилья охватит все районы республики. Прежде всего, это работа по предоставлению земельных участков под реализацией программы. Это работа с жителями, это предоставление информации по спискам таких объектов, по перечню граждан, которые будут переселены, по очередности переселения граждан. Ну и, конечно, это работа плотная по необходимым коммуникациям, поскольку, как известно, одной из таких существенных проблематик является недостаточность коммуникаций, сетей для строительства новых зданий в рамках программы. Центр занятости города Якутска рассказал о текущем состоянии дел. Руководство учреждения озвучило актуальные цифры и данные и сообщило о том, как решается проблема с безработицей в республике. Все подробности у Дмитрия Тымырова. Новый год преподнес сюрприз для работников Центра занятости столицы. Так, с этого года почти вдвое увеличен размер пособия по безработице, что негативно отразилось на статистике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом году отмечается рост уровня безработицы. С 2009 года по 2018 год у нас минимальная величина пособия по безработице и максимальная величина пособия по безработице у нас было от 850 рублей до 4900 рублей. И не менялись эти размеры. Если раньше максимальный размер пособия по безработице в городе Якутске составлял 6806 рублей, то сейчас 11200 рублей. Для граждан предпенсионного возраста цифры тоже изменились. Для этого, чтобы решить проблему с безработицей, Центр занятости напрямую работает с работодателями. Будем рассматривать вопросы, новые формы работы и какие изменения в закон о занятости произошли. Также коснемся работы, как мы будем работать с такими категориями граждан, как граждане с инвалидностью, освобожденные из мест лишения свободы, осужденные без изоляции от общества. Как с ними мы будем работать, как их будем трудоустраивать во взаимодействии с работодателями. Между тем, на рынке труда есть проблемы, когда интересы работодателя не стыкуются с конституционным правом граждан на занятость и заработок. К примеру, Управление Федеральной службы исполнения наказаний отмечает, что организаций, которые принимают на работу осужденных, совсем немного, и с каждым годом их количество только сокращается. Трудоустройство осужденных у нас ведется постоянно ведутся поиски работодателей. В 2017 году средний вывод осужденных за год у нас был около 24 человек. Также в 2018 году у нас вывод осужденных на работу был в количестве 24 человек. Тенденция у нас
на одном уровне, но мы стараемся как бы увеличить вывод осужденных на оплачиваемую работу. Так, в 2017 году работодателей, готовых работать с осужденными, было всего 14, а в 2018 году с надзирательным органом договора заключили только 5 организаций столицы. В основном для осужденных подбираются вакансии без требований к наличию профессиональной квалификации. Ну, в основном это разнорабочие, грузчики, кухонные рабочие, уборщики территории, уборщики помещений, ну, то есть, которые не требуются определенной специальности. На сегодня в Центре занятости города Якутска в целях поиска подходящей работы состоит на регистрационном учете 1789 человек. Из них безработных 1222 человека. Пособие по безработице получает 907 граждан. При этом в базе данных вакансий имеется 4245 рабочих мест, то есть вакансий больше, чем безработных. Такой дисбаланс складывается из-за того, что безработные граждане не отвечают критериям работодателей по специальности, опыту и квалификации. Напомним, наибольший спрос на рынке труда в рабочих профессиях, но найти подходящую работу всегда можно. Скоро, 6 марта, пройдет ярмарка вакансий для жителей столицы. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Ветеранам труда, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Якутии, меры социальной поддержки не предоставляются. Правомерность этого обсудили на открытом заседании в Конституционном суде республики. Сюжет Саргаланы Федоровой. Звание «Ветеран труда Якутии» присваивают за продолжительную и добросовестную трудовую деятельность на территории республики тем, кто отработал здесь не менее 15 лет и имеет стаж минимум 20-25 лет. В республике для таких лиц предоставляют ежемесячную выплату в размере около 1000 рублей. Законодатель исходил из того, что указанные ветераны всю свою жизнь проработали в условиях крайнего севера, приравненных к ним местностях, и, соответственно, проживая в дальнейшем на территории Республики Саха-Якутия, он несет в том числе и дополнительные климатические и, может быть, материальные затраты, связанные с проживанием в таком климате. И для того, чтобы компенсировать вот эти лишения, скажем так, да, законодатель установил предоставление этих мер поддержки. В настоящее время меры социальной поддержки ветеранов труда предоставляются исключительно тем, кто постоянно проживает на территории Якутии. То есть те, кто имеет статус ветерана труда Якутии, но переехали жить в другие регионы, не имеют права на эту социальную поддержку. В связи с этим в Конституционный суд Якутии поступило ходатайство о проверке конституционности преамбулы республиканского закона, так как, по мнению народного депутата Виктора Губарева, право получать меры социальной поддержки является основным и неотъемлемым элементом статуса ветеран труда. По мнению заявителя, непредоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Саха-Якутия, выехавшим за пределы территории республики, является нарушением их конституционного права на реализацию правового статуса, который был им присвоен, и влечет за собой признание их правовых привилегий ничтожными. Ходатай считает, что лишение ветеранов труда Якутии права на получение мер социальной поддержки не соответствует конституционным принципам социальной справедливости и правового равенства граждан. Заслушав доклады и обсудив дело, Конституционный суд Якутии решил огласить итоговое решение 5 марта текущего года. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая пауза, ровно 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Борьба со спиртным. Насколько эффективна антиалкогольная политика в Якутии? Вопрос обсудили в парламенте республики. Полярная звезда в Нернгринском районе. Начался полуфинал популярного телевизионного конкурса. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в завершении выпуска. Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. Инспекторы Мирнинского комитета охраны природы провели проверку на месте разлива нефти. Напомним, 18 февраля на территории Среднебатобинского нефтегазоконденсатного месторождения произошло ДТП. В итоге произошла утечка нефти из опрокинувшегося транспорта объемом в 1,5 кубометра. В
ходе проверки установили, что земельный участок действительно был зачищен от нефтепродуктов, произведено изъятие загрязненного грунта, отсыпка и планировка. Инспекторы охраны природы отобрали пробы почвы, ведется исследование. Наша задача в данной ситуации была проверить, насколько качественно проведена зачистка. С нами были отобраны пробы почвы и переданы в лабораторию назначение экспертизы о том, что и содержится в данной пробе нефтепродукты. То есть что обычно производится? Обычно производится снятие грунта, вывоз загрязненного грунта, дальше работа с адсорбентами и дальнейшая планировка грунтом. Да, завозят уже чистый грунт и производят планировку. Насколько эффективно действует антиалкогольная политика в Якутии, что еще необходимо сделать для снижения алкоголизации населения? Эти вопросы обсудили на круглом столе в парламенте республики. Сусанна Рожина продолжит тему. По данным за 2018 год в республике отмечается рост количества выданных лицензий на продажу алкоголя и увеличилось количество торговых точек. Кроме того, возросли и объемы продаж алкогольной продукции. Объем реализации алкогольной продукции за 2018 год, это по сведениям ГАИС, объем продажи алкогольной продукции всех видов вырос на 1,3 раза. В том числе по пиву, здесь, конечно, значительную роль показатель является показатель это пиво, 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Но по данным независимых экспертов, во время действия ограничительных мер по продаже алкоголя в республике значительно сокращается процент смертности мужчин от внешних причин, более чем на 30% с 2010 года. До 2010 года у нас стабильная доля, да, 60% снижалась. И до 2016 года у нас идет значительное снижение. То есть, если сравнить 2010 и 2016 год, то в 2016 году умерло на 1139 мужчин меньше, чем в 2010 году. Некоторые эксперты считают, что антиалкогольная политика положительно сказалась и на укреплении института брака в республике. У нас улучшились, конечно, показатели по таким данным, как разводы, суициды. Как отмечают парламентарии, работа по снижению алкоголизации населения теперь будет проводиться и по всей стране. На федеральном уровне уже рассматривают вопрос повышения возрастного порога лиц, которым разрешено продавать алкогольную продукцию с 18 лет до 21 года. И якутские депутаты намерены поддержать это предложение. Сусанна Рожина, Джилус Иннокентьев, Якутск. Сегодня, 21 февраля, профессиональный праздник отмечают экскурсоводы. Из Алданского района передает Татьяна Вахнина. В фотографиях и экспонатах запечатлена история автомобильного предприятия «Аям Транс», которое в этом году отметило в 95 лет. Юбилейную выставку приготовила старший научный сотрудник Алданского историко-краеведческого музея Дария Васильева. Сейчас мы работаем над составлением книги, посвященной деятельности автомобильного предприятия «Аям Транс», которое просуществовало с 1929 года. Порядка 3,5 экскурсий и около 10 тысяч экскурсантов. Такова ежегодная проходимость Алданского краеведческого музея. Тематические экспозиции и выставки пользуются интересом как у детей, так и у взрослых. Между тем, наиболее благодарные самые юные экскурсанты. Конечно, это дети. Дети с садиков, наших школьники, которые любят, когда есть не только наши предметы представлены, но есть и выставки приезжие. В Алданском музее работают как постоянные экспозиции, так и временные выставки, которые, как правило, бывают приурочены к датам или событиям. Сотрудники музея сегодня тесно сотрудничают со множеством организаций. Передвижные выставки на предприятиях и в учебных заведениях проводятся регулярно. В активе имеются 2 автобусные экскурсии. Разработана очень хорошая автобусная экскурсия. Она называется «История в памятниках». У нас разработана очень хорошая экскурсия не только по городу Алдану, но и по городу Тамоту. То есть тоже по памятникам, по памятным местам.
Автобусные экскурсии востребованы преимущественно у гостей города и района, однако их организация представляет определенную проблему, поскольку собственного транспорта у музея нет. Между тем, в районе много мест, кои интересны как приезжим, так и местным жителям. Для предпринимателей отрасль экскурсий остается свободной нишей. Руины сталинского лагеря, заброшенные памятники, первые разработки месторождений, организованные группы могут побывать не всюду. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Нерюнгринском районе начался полуфинал телевизионного конкурса «Полярная звезда». Сюжет Екатерины Павловой. По-настоящему яркий праздник, на который съезжаются юные таланты, это всегда большое событие как для участников, так и для зрителей. Посмотреть множество номеров и получить настоящее наслаждение. Игра на музыкальных инструментах, разговорный жанр, вокал и хореография. В коридоре школы искусств жюри и гостям представлена выставка работ по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, немногим уступающая Третьяковской галерее. Каждый год заявку для участия в конкурсе подает более 200 юных талантов. Право ребенка, он сегодня себя пробует в футболе, завтра он пробует себя к художникам, послезавтра он поет, на 4-й день уже пишет стихи. Так что это большое поле творческой деятельности, телевизионный конкурс «Полярная звезда». Надо быть смелым, талантливым и удачливым. Конкурсантка Алиса Глухова, воспитанница детской музыкально-хоровой школы «Соловушка» города Нерюнгри. Под руководством Юлиана Ковалева девочка учится игре на фортепиано 2-й год. Каждый участник на конкурс представляет 2 номера. Алиса сыграла маленькую танцовщицу и любимый ею рагтайм. С удовольствием. Мне очень нравится играть рагтайм. Там можно немножко так повеситься. В 23-й раз конкурс «Полярная звезда» открывает новые звездочки. Юные таланты показывают, на что они способны. Любой конкурс – это испытание для детей, их родителей и педагогов. В течение 2 конкурсных дней жюри определит победителей по всем номинациям. На гала-концерте будут подведены итоги и состоятся награждения. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Эфир нашей программы продолжит обзор новостей и событий Ленского района. Слово нашей коллеге Светлане Балеевой. А я с вами прощаюсь. Будьте в курсе. До встречи. Добрый вечер, Республика. 5 лет назад в Ленске был открыт интернат для сельских школьников. Все эти годы ребята успешно получали качественное образование в школах города, проживали в тепле и комфорте совершенно бесплатно. Первые годы интернат был полон детей. Сегодня в нем проживает всего 2 ученика. Вечерами на ночлег приезжают воспитанники коррекционной школы. Здание их учебного заведения не приспособлено для проживания. В этом году 2 жителей интерната заканчивают 9 класс и покидают учреждение. Других сельских учеников, желающих обучаться в городе, не предвидится. Так получается, что со следующего года интернат днем будет совсем пуст. Наталья Сидоркина, директор 3-й городской школы, при которой сегодня и существует интернат, обеспокоена сложившейся ситуацией. У нас сегодня очень большие затраты на содержание одного ребенка, потому что это и коммунальные услуги, и свет, и тепло, и услуги связи, и услуги охраны. Это все приводит к тому, что у нас сегодня, если перевести на цифры, очень дорогое содержание одного ребенка в интернате. У меня сегодня коллектив, здесь порядка 20 человек, и поэтому нам хотелось бы, конечно, чтобы коллектив у нас остался, чтобы люди были трудоустроены. Поэтому мы сегодня прорабатываем различные версии перепрофилирования интерната. Идей по перепрофилированию интерната у Натальи Сидоркиной много. Их директор не раскрывает, но очень надеется, что, озвучив задумки на очередном совещании с представителями власти, этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Вот уже 2 года компания «Газпром-Трансгаз-Томск» проводит в Ленске ярмарку вакансий, благодаря которой местные жители имеют возможность трудоустроиться на работу в нефтегазовое предприятие. Владимир Горохов работает в «Газпром-Трансгаз-Томск» совсем недавно, пока на испытательном сроке, но он буквально на днях должен закончиться. При собеседовании во время ярмарки работодатели тщательно изучили резюме кандидата. Большим плюсом для молодого человека стала его разносторонняя трудовая деятельность. Владимир успел реализовать себя во многих ее сферах. На нефтегазовое предприятие молодой человек был принят инженером. Владимир признается, что доволен своим новым местом работы, действительность превзошла его ожидания. Здесь я себя реализую не только как специалист, но и в различных других областях, как по спорту, так и по социальной и общественной деятельности.
По словам главного инженера, в ряды своих сотрудников они отбирают только лучших, инициативных молодых людей, у которых есть желание совершенствоваться и двигаться вперед. Такими были события уходящих дней. Я с вами прощаюсь. До свидания.